фондах Народнага музея гісторыі пасёлка Міхановічы захоўваецца больш за 1000 музейных прадметаў з гісторыі Міхановіча, гісторыі школы. Музей – месца для ўстанаўлення сувязі часоў, дыялогу пакаленняў. Тут мы складаем радаводы, ладзім сустрэчы з ветэранамі працы і сведкамі розных падзей, пішам даследчыя работы, здымаем відэаролікі, праводзім экскурсіі і самі вандруем по маршрутам роднага краю і Міншчыны. Открывает экспозицию раздел «На перекрестках историй», в котором и представлены рукописи, картины Василия Харькова о событиях начала XX века. Материалы о детстве станции были взяты из архивов Минского музея истории белорусской железной дороги. Это материалов, которые были сделаны в Национальном музее истории белорусского кино, рассказывают, что жители Миханович принимали участие в первом белорусском художественном фильме «Лесная быль» режиссера Юрия Тарича. Нам известно, что наши земляки выступали и в качестве консультантов, поскольку на территории нашего края был создан один из первых партизанских отрядов по борьбе с белополяками. Материалы раздела «Страница мужества» знакомят с историей партизанского движения в период Великой Отечественной войны. Местные жители с первых месяцев войны становились участниками сопротивления. Например, в семье Бачила отец и старшие сыновья ушли в партизаны, а мама и младший сын стали связными. Наведываясь в Минск, каждый раз, рискуя жизнью, они выходили на связь с подпольщиками города. Недалеко от Михановича, в Кайковском лесу, находилась база партизанской бригады имени Калинина. Участниками сопротивления становились и юные жители Михновича. 15-летнюю Зою Бурую фашисты схватили за распространение листовок. На допросах Зоя стойко держалась. Ее отец убедил гестаповцев, что заставил дочку выполнять это поручение. Степан Бурый был сожжен в Тростенецком лагере смерти. Зою фашисты отпустили. Она в ту же ночь ушла в партизаны, была автоматчицей. Погибла в бою в июне 44-го. Судьбы двух героев Советского Союза связаны с Михновичем. Командир эскадрильи бомбардировщиков Иосиф Васильевич Матрунчик погиб 9 мая 1945 года. Выпускник 1937 года Михновической школы Бычок Петр Иосифович погиб 22-летним за 22 дня до победы. И мама Петра, Вольва Николаевна Бычок, только через 22 года смогла отыскать могилу сына в польском городе Ченстахов. Пионерская дружина школы носит имя Героя Советского Союза Петра Иосифовича Бычка. Фотографии военных лет, почтовые открытки, документы. Бесценными являются материалы, собранные пионерами 70-80-х годов прошлого столетия, записанные воспоминания участников войны, фотографии. В военной жизни Миханович рассказывают материалы раздела «Наследники Победы». Например, продуктовые карточки 1946 года. На каждой из них надпись, передающие тяжелую атмосферу тех сложных послевоенных лет. При утере не возобновляется. Истории края может рассказать история отдельно взятой семьи, среди которых есть и участники Первой мировой войны, первые комсомольцы, репрессированные, участники Великой Отечественной войны, связные партизанских отрядов, труженики тыла.
Читайце навіны музея ў сеткавых групах УКонтакце і Інстаграм. Зазірніце на YouTube канал нашага музея.